Всем добрый день, с вами Алена Алексеева, и вы на канале Алексеева Лайф. Из свежих новостей, произошедших буквально на прошлой неделе, меня взломали в Инстаграм. Теперь у меня нету аккаунта, в котором было буквально 47 тысяч подписчиков, 3000 с лишним публикаций, много полезного, много интересного. Люди, оказывается, могли уходить вниз в ленту, поискать какие-то старые посты, которые им в данный момент помогают или помогали бы. Вплоть до того, что даже смотрели какие-то отдельные видео с моим сыном, где он говорит «О, Дже», и это им поднимало настроение. Но, к сожалению, произошло то, что произошло, и теперь у меня новый аккаунт. На самом деле, я даже не успела сильно расстроиться, потому что я подумала, что в этом есть что-то такое символичное. Завершается этот тяжелый год. У меня угнали сначала YouTube-канал, потом у меня угнали Instagram-аккаунт. И я такая вся обновленная, такая свеженькая, с новым каналом, с новой командой, с новыми идеями, с новым оформлением. И то же самое прекрасное происходит сейчас в Instagram. Поэтому подписывайтесь на мой Instagram, ссылка внизу. Те, кто меня потерял, я на месте, я есть. Ну и самое тяжелое событие, которое длится на протяжении всего этого года, пандемия, коронавирус, они, конечно, так и продолжают косить и людей, и, к сожалению, бизнес. Кстати говоря, то самое, о чем мы в прошлый раз общались с Виталием Обединым в интервью. Надеюсь, все посмотрели его. На прошлой неделе в своем инстаграм-аккаунте компьютерный клуб «Рагнарёк» выложил очень грустный сторис, в котором сообщили, что закрываются, и поблагодарили за это правительство, оперштаб и Сюзанну Рожину. На что, собственно, не пожаловались, что ли, да, сетуют владельцы клуба. Это на то, что стандарты, по сути, непонятны, и они, по сути, двойные. То есть одним учреждением и заведением можно работать в этот период, а компьютерным клубам открываться не разрешили. Ну, мол, расстояние, дистанция не выдерживается, да. При этом, при всем, опять же, и школы продолжают работать. То есть там дистанция, по-моему, вообще в разы меньше. И, к сожалению, приходится констатировать, что нет никакой четкости, нет никакой ясности, хотя с периода начала пандемии прошло уже довольно много времени. И очень грустно, что на данный момент уже в Якутии прекратила свою деятельность 2500 малых предприятий. Можем ли мы сейчас рассуждать о том, что в целом меняется некая такая география, да, деятельности малого бизнеса? То есть, что в будущем компьютерных клубов не будет, что они вообще как вид вымрут? Или что будет происходить? Как вы думаете? Новость, которая перекрыла вообще все темы, находившиеся в информационном пространстве, это видео с участием Артема Дзюбы. Артем Дзюба – это известный российский футболист, на котором он очень увлеченно занимается самоудовлетворением. В общем, это все побило все таблоиды, все рекорды, что называется, на бедного Артема Дзюбу. О боже, который занимался таким страшным делом, вывалился просто шквал негатива. Бедный футболист закрыл свой инстаграм, чтобы вот этот негатив или смех и шутки по этой теме не сыпались в его аккаунт. Ну, в общем, что-то такое, прям целая вакханалия происходила по поводу этого события. Плюс ко всему, его просто исключили из сборной команды России. Но это временно. На тот период, пока вся эта шумиха по поводу видео, где он сам себя удовлетворяет, поутихнет. Что я хочу сказать? Во-первых, я в своем телеграм-канале «Телега Алены Алексеевой» провела опрос, где спрашивала людей, а занимаются ли они этим самым. И вы знаете, к счастью и радости своей, да, я обнаружила, что порядка 70%, как они анонимно признались в этом, да, у них вот в жизни это имеет место быть. Ну и прекрасно. На самом деле, может быть, даже те 30, которые сказали, что нет, они вот этой похабщиной вообще даже не думают заниматься. Может быть, они просто думают о том, что о них подумают другие люди. А просто был анонимный, поэтому я все-таки рассчитываю на то, что люди все в основном здравые, адекватные и понимают, что ничего постыдного и страшного
в этом нет. Другое дело, конечно, зачем Артем это все записывал на видео и куда-то отправлял, или кому-то пересылал, или в себя в телефоне хранил, чтобы потом какими-то тихими зимними вечерами скучными посмотреть это видео, насладиться своими размерами и тому прочее, и тому подобное. Я не знаю, какова была цель записи этого видео. Там версий, вариантов уйма сейчас на данный момент. Но очень классно, что вообще люди задумались о том, хорошо это или плохо это, можно это или нельзя это. Я вам хочу сказать как специалист, это можно, и это даже полезно. Качественный секс и качественный сон вам обеспечат матрасы Райтон. Матрасы с медицинской сертификацией и эффектом памяти подстраиваются под любые ваши очертания и изгибы. В каком бы положении вы ни находились, ощущается максимальный комфорт. Товары американского бренда Sealy, компании номер 1 по производству матрасов в мире, эксклюзивно представлены лишь в салонах Райтон. Коллекция красивой и прочной мебели для спальни из массива дерева, разнообразие дизайнерских решений и стилей исполнения. Аксессуары для сна, анатомические подушки, наматрасники, постельное белье помогут добиться максимального комфорта и создать все условия для полной релаксации. И не скрипит. На самом деле, очень многие люди вообще к теме секса относятся вот как-то так, фу-фу-фу, это что-то такое грязное, это что-то такое запрещенное. Особенно люди из поколения СССР. Потому что у меня очень часто бывают клиенты, чаще клиентки, да, которые вот эту тему именно вот так и воспринимают. А когда человек воспринимает, что вот это вот естественное в жизни каждого человека явление есть нечто неправильное, постыдное или нехорошее, или грязное, не дай бог, такие формулировки тоже звучат нередко. Вы представляете, как портится жизнь этих людей? Скольких мальчиков родители, врываясь в комнату, ловили за этим страшным занятием. И скольким этим мальчикам эти же самые родители нанесли непоправимый вред. Уважаемые родители, не врывайтесь в комнату своих подростков без стука и без разрешения. Потому что, может быть, они там заняты не только уроками. И слава богу, и хорошо. На самом деле, почему это полезно? Да? Потому что таким образом дети вообще себя познают. Потому что не только важно определиться, в какой же вуз ты будешь, сыночка или доченька, поступать. Еще очень важно, чтобы этот сыночка или эта доченька знали свое тело хорошо. Знали, что им приятно, что им неприятно, знали, как с ним обращаться в будущем, потому что, извините меня, да, человек, который вообще не знает себя, не то, про какой он, да, у него от этого страдает самооценка, не то, какой он физиологически, у него от этого потом в дальнейшем страдает сексуальная жизнь, потому что женщина-бревно, это может быть та, которой мама или папа ворвались в комнату и сказали: ты что тут делаешь такое? Срам, стыд. Понимаете? И человек, который не знает себя, он, в принципе, не может нормально жизнь свою обустроить в том числе. Поэтому почитайте лучше какую-то полезную литературу, а не вот эти вот бабушкины установки послевоенного периода. Потому что, да, в СССР-то секса не было. Он же у нас резко ворвался тогда, когда пал железный занавес. Как бы есть теперь уже все. Есть он теперь в нашей стране. Изучаем. Как-то вот у нас сама тема по себе сегодня, она вот с таким вот уклоном, да, в эту сферу, это очень важная сфера в нашей жизни, потому что она у нас, в принципе, так и фонит. Тогда, когда, допустим, люди интересуются, а чего же это Алена Алексеева вечно что-то там говорит, какое-то свое мнение высказывает, инстаграм-аккаунта она сама себе заблокировала, сделала вид, что не увели, просто чтобы внимание к себе привлечь. Потом она его обратно включит, и все это от того, что она просто недотраханная, да. И вот этому мужу ее надо срочно ее, соответственно, за тавтологию трахать, да, и тогда все будет хорошо, тогда не будет Алексеевой в этом мире, имеется в виду в этом информационном пространстве, и всем будет хорошо и спокойно. Понимаете, вот когда люди, я уже, по-моему, неоднократно на эту тему высказывалась, когда люди все сводят именно к этому, вот это действительно странно.
То есть никто никогда не подумает о том, что у Алены Алексеевой может быть какая-то определенная гражданская позиция, да? Никто не подумает о том, что у Алены Алексеевой может быть, ну, какой-то такой достаточно обширный, комплексный взгляд на вещи, который видит какие-то определенные явления и делает из них некую цепочку последовательности и выводов, и какие-то перспективы, может быть, видит или наоборот не видит. И это ее просто по-человечески волнует. Нет, она просто недотраханная. Я вот вообще вот просто не понимаю людей тогда, да, то есть в их понимании это что вообще такое? Это вот как бы способ присытиться и заткнуться, что ли? Это как типа я поел и все, и мне больше ничего не интересно в этой жизни. Ну, извините, я не живу только рефлексами биологическими, да, вот как есть, спать, ну и заниматься всякой похабщиной. Я человек думающий, мне много чего интересно, я этим делюсь, своим видением, своими взглядами, да. И вот когда люди думают о том, что вот потому что это так, поэтому она такая, или она же старая, ей же уже 40. У нее же нет секса в жизни, уже все. Люди, ну это тоже все очень смешно и нелепо. Вы просто выглядите как дети вот эти десятилетние, которые впервые, ну даже не десятилетние, а там, не знаю, 6-летние, да, которые впервые услышали или узнали о том, что есть секс. Они целовались, они обнимались, ой, я в кино увидел сиськи. Вот это вот, понимаете, вот так вот вы выглядите. Нелепо. Ну, не как взрослые люди. Я вам скажу вообще страшную вещь, открою. О, секс есть даже в 60 лет, представляете? И даже в 70. У меня была приятельница, у которой родители, ну вот на тот момент, когда она однажды запалила своего отца в аптеке, покупающим Виагру, им было по 74 и 72. Ну, то есть физически уже как бы нужно было все это, весь процесс как-то стимулировать извне, но людям было интересно. Люди жили полноценной жизнью. И я вам хочу сказать, что ваша жизнь, она не заканчивается ни в 40, ни в 50 и ни в 60. Сейчас вообще стандарты возраста, они изменились существенно. Все-таки, да, действительно, прогресс, цивилизация и прочие радости. Так что есть жизнь и за рубежом 40 лет. Классно? Я породила в вас надежду в будущее, веру в прекрасное. Нет? Напишите в комментариях. Ну и в разрезе этой темы, да, всей, меня очень удивили комментарии людей, которые к одному из предыдущих выпусков, где я вот показываю вот это вот больно-больно-больно, решили, что это имитация полового акта. Люди, вы что, совсем что ли? Я вообще, бедная, наивная якутская женщина, предполагала, что это, ну, как бы имитация борьбы, да, вот спортивного именно спарринга, когда один становится, ну, как, которого повалили, и он уже сдается, да. А люди подумали, что это половой акт. Я сначала подумала, ну, бред какой-то. Как можно было так подумать? И вот кого не спрошу, я спрашиваю, а вы что подумали? Они говорят, нет, мы так не подумали. Но несколько человек буквально написали, что вот они воспринимают это как имитацию полового акта. И я потом какое-то время думала и пришла к ужасной мысли. К тому, что для некоторых людей секс и боль это вот где-то вот прям рядом. И я так поняла, что это речь не идет о садо-мазо, ну, таких специфических отношениях, да. Там, в принципе, я так понимаю, ну, мы же все смотрим кино, мы же все знаем, да. Хотя можно было и не оправдываться, да. Что в таких отношениях есть какие-то определенные правила. А здесь, по всей видимости, речь идет о том, что секс и боль это, ну, как бы норма и обыденно. И вот это ужасно. Почему это ужасно? Потому что, ну, во-первых, это говорит о чем? О том, что это не очень обоюдно. А во-вторых, что несмотря на то, что один из партнеров говорит, что ему больно, второй, тем не менее, не останавливается на этом. Понимаете, вот исключительно социологической точки зрения, что это такое, да? Это говорит о том, что насилие, в том числе сексуальное, это некая норма. Вы думаете, сексуальное насилие это когда, допустим, кто-то там схватил человека на улице, да, закинул в машину, куда-то вывез и изнасиловал? Да, безусловно, это изнасилование. Но в семье, внутри пары это тоже может запросто происходить. Просто один считает, что норма, когда его партнеру он делает больно, ну, как правило, видимо, женщине, да, я так понимаю, потому что написали в основном мужчины-комментаторы про это. А женщина считает, что, ну, видимо, вот так вот это должно быть. И вот то, что я ранее, да, вот в этом видео говорила о том, что вот секс это стыдно, это грязно, это неприятно, вот это вот примерно и произрастает оттуда.
что секс это еще может быть и больно. То есть все, что угодно, но не удовольствие. Люди, ну как-то надо уже, наверное, менять, да, мировоззрение вообще в отношении вот такой части, такой сферы нашей жизни. Это не есть нормально. Это не есть правильно. Это не есть хорошо, что вы кого-то склоняете к соитию против его воли. Задумайтесь, пожалуйста, об этом. И тут я вспомнила, год назад в сеть вылилось видео инструктажа от одной нашей секс-гуру, которая проводила прям целые марафоны по, я не знаю там почему, но там вот видео конкретно касалось именно орального секса, да, о том, как правильно делать вот именно это самое мужчине. Ну, то есть марафон был для женщин. Я так поняла, что, видимо, был аншлаг полнейший, да. Что меня зацепило? Я, конечно, посмотрела, мне было дико любопытно, что же вообще вещают на таких марафонах, чему же учат, да. Есть какой-то промежуток, да, и нужно очень прямо сильно лизать ее, да, реально. Тогда у него сразу почему-то вставало. Если не встает даже при минете, нужно идти туда, девочки, попробуйте это. Самое странное, что там не было никаких тренировочных предметов, каких-то инструментов. Ну, да ладно, да, может быть, это было одно из видео, может быть, в принципе, у тренера не хватало средств на всевозможные игрушки или там имитаторы некоторых органов, то неведомо. И вот она говорит там про некий промежуток, и что вот если даже при оральном сексе у мужчины не встает, то нужно идти туда. Нет, дорогая Паша. Нужно идти не туда, нужно идти к врачу, потому что если у него не встает даже при оральном сексе, то значит, скорее всего, у него очень серьезные проблемы со здоровьем. Как правило, импотенция это что? Это предвестник инсультов и инфарктов. То есть за года 3, 4, 5 до того, как получить инфаркт или инсульт, у мужчины наступает импотенция. Связано это с тем, что сосуды полового органа, они более тонкие, и поэтому это первый, да, некий такой показатель, такая лакмусовая бумажка, которая говорит о том, что вот дальше сердечно-сосудистой системой, прежде всего сосудистой, конечно, да, будут более глобальные проблемы, но они наступят чуть позже. И вот не надо ничего там нализывать, не надо нигде там никак наяривать и ни на что там вскакивать, да, просто берешь этого дядьку, если ты его любишь просто, да, а не выкачиваешь там что-то из него, берешь и тащишь его к врачу. Пускай ему поправляют здоровье, потому что, вероятнее всего, это недостаток витамина D, прежде всего, да, вообще как базовая тема. У него, значит, очень действительно плохое состояние сердечно-сосудистой системы. Ему, наверное, нужно заниматься какими-то кардиоупражнениями, может быть, вот эта скандинавская ходьба. И все почему-то думают, что это только ходьба для бабушек, да. Ну, на самом деле, инсульт и инфаркт нынче помолодели. Сейчас и в 30 лет люди умирают от инсульта. То, может быть, все бы дружно и ходили бы в парке вот с этими палочками. Вот. В общем, не тяните, не затягивайте. Я вам сейчас вкратце, такой некий чек-лист опять обрисовала, как понимать, что вас ожидает в перспективе. И вот такие гуру, они, конечно, тем самым-то и опасны, потому что они не знают, естественно, никакой физиологической и медицинской привязки к тем или иным явлениям, происходящим с нашим организмом. Вот. Поэтому оставьте мужчину в покое и лучше отведите его к врачу. Мой вам совет. Кстати, в 2018 году я брала интервью у одного известного сексолога. Это интервью у меня выложено в моем телеграм-канале, ссылка на него в описании внизу. А вы, как всегда, те, кто не подписался, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, пишите, звоните, рассказывайте, делитесь, пересылайте ссылку на это видео всем своим друзьям и знакомым. И до встречи в следующий раз на канале Алексеева Лайф. Меня смотрят думающие люди.